Здравствуйте. В эфире «Открытый разговор». У нас в гостях глава Республики Крым Сергей Аксенов. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Добрый вечер. Год заканчивается, все говорят непростой, а он был разный. Вот самое значимое событие, по вашему мнению, которым мы можем гордиться, и та страница из истории республики, которую лучше стереть. Я не знаю, гордимся, я думаю, что мы всегда, прежде всего, что мы сохранили чувство уважения друг к другу, прежде всего, уважение, мир и межнациональный, и в общем, то есть на сегодняшний день, слава богу, то есть мирное небо над головой. Вот этим надо гордиться, это надо ценить. Что касается всего остального, это создано человеческими руками, благодаря труду и наших крымских, непосредственно труду крымчан, труду тех, кто приехал с материковой части Российской Федерации. 2020 год, на самом деле, это дорога Таврида, это больница Семашко. Понятно, что такие объекты, как Крымский мост, Симферопольский аэропорт, электростанции, это объекты жизнеобеспечения, объекты инфраструктуры. Когда их создавали, конечно, мы почувствовали облегчение в определенном плане. С точки зрения дороги Таврида, ну, наверное, никто не может сказать, что у нас сократились расстояния движения по территории Республики Крым. Ну, Керчь там 1,5 часа, час 40, там Севастополь 35-40 минут. На самом деле, то есть как бы вот скорость, так сказать, доставки до населенного пункта, ну, поражает просто-напросто. С точки зрения больницы Семашко, ну, больница новая абсолютно, самые современные технологии, больше 700 коек. Действительно, то есть как бы сотрудники самой высокой компетенции отобраны для работы в этой больнице. Ну, уникальное оборудование, которое позволяет делать операции практически по всем без исключения направлениям. Ну, на мой взгляд, то есть как бы одна из самых современных больниц Российской Федерации, то, что в Южном федеральном округе, она самая большая, самая современная, это 100%. Ласточкино гнездо открыли памятник архитектуры, наш символ Республики Крым уже на денежных банкнотах. Памятник печатается именно как символ, как бренд Крыма. Это уже как бренд Российской Федерации, ведь Крым все-таки это жемчужина России, на мой взгляд. Ну и таких объектов на самом деле очень много. Все-таки был определенный прорыв в благоустройстве общественных территорий, придомовых территорий, по строительству дорог определенные шаги сделали, то есть в этом направлении все-таки действительно удалось реализовать программу практически. Вот на сегодня мы заканчиваем, физически все объемы работ выполнены, сегодня полностью закончены будут расчеты с подрядчиками непосредственно за уже выполненные работы. Пробуксовывает часть работ на общественных территориях, в первую очередь город Симферополь. Ну вот они еще догоняют, буквально там заканчивают, я думаю, если вот к вечеру сейчас должны до 21 часа подвести итоги, будет понятно, какая картина, что у нас с успеваемостью. Так что движение вперед есть. Тем не менее, еще раз говорю, основное достижение – это мир, уважение друг к другу на территории Республики Крым и, в общем, Российской Федерации. Наверное, это главное. Действительно, Сергей Валерьевич, в этом году многие крымчане заметили изменения положительные. И, наверное, в этом году вот именно они были заметны. Но все-таки из неприятных моментов какие вот отметите? Да не, ну коронавирус – неприятный момент. Понятно, что стихийное бедствие связано с отсутствием воды. Ну, засуха, природное явление на сегодняшний день – это моменты неприятные, но это такие обстоятельства непреодолимой силы. В данном случае наша задача своевременно принять меры там, для их решения. В остальном, все остальное преодолимо, на мой взгляд. И даже эти проблемы, они тоже преодолимы на самом деле, то есть как бы, пути решения их понятны. Поэтому, вот, на мой взгляд, еще раз, мир, дружба и уважение между людьми, которая сохранена на территории России и Крыма, то есть это главное наше достояние. Буквально на прошлой неделе министр здравоохранения Крыма сообщил о том, что в феврале на полуостров доставят еще 84 тысячи доз вакцины. Как это изменит ситуацию у нас в здравоохранении? На самом деле ценность этой вакцины уже определена, я имею в виду ее эффективность, в том плане, что привитые люди, как правило, там они могут заразиться, да, то есть при этом степень и риск заражения снижается, но у привитых заболевание протекает в более легкой форме. Это уже как бы определено опытным путем. Все равно не секрет, Сергей Валерьевич, вакцину обсуждают в народе, и действительно многие сомневаются, ее делать или нет. Вы как сами относитесь? Здесь могу сказать 100%, там никакой угрозы нет. Эффективность вакцины экспериментальным путем подтверждена. Практические результаты, это я имею в виду уже там, по истечении полугода, тоже будет очевидно, будет понятно, если с проведением вакцинации снизилось ли заболевание среди населения Российской Федерации. Но, на мой взгляд, что результаты будут. Поэтому то, что это 100% безопасно и точно, то есть как бы есть определенная польза, то да. Насколько она в целом эффективно поможет решить вопросы, окажется, что она воспрепятствует заражению коронавирусом. Ну, сказать не готов, но я думаю, это как раз лучше оценивают профессиональные медики, там, врачи, эксперты, академики, на мой взгляд, вот и все. Поэтому прививаться будем. А вы будете? Да, тоже буду, просто нет сейчас никаких, ну, я имею в виду, что у нас поступило ограниченное количество доз вакцины, соответственно, нет никаких оснований, чтобы сейчас должностным лицам или госслужащим делать в первую очередь данные прививки. Медицинские работники, педагоги, сфера услуг, социальная сфера, соответственно, технические службы, которые работают в пограничной зоне, я имею в виду с ковидом. Вот это в первую очередь те люди, которые должны привиться
В данном случае вот мы, так сказать, направляем на эти цели первую партию вакцины. Все остальное будет распределяться по тем же принципам. Изначально те категории будут, которые находятся в наибольшем контакте с населением. Перейдем к водной проблеме и в целом, когда у нас может быть решена эта проблема. И в контексте этой темы спрошу у вас про опреснение. Вот правительство России говорят, что мы к этому придем уже, если не будет никаких других решений. А вы говорите об этом как уже об свершившемся факте. Мы все-таки будем опреснять воду? На самом деле будем опреснять воду. Гарантированный источник может быть только с учетом опреснения. То, что работы ведутся на Азовском море, и мы согласовали с Марашем Кизяновичем Хуснуллиным, то есть данную позицию, и уже приступили компании, которые уполномочены, компетентны к этой работе, соответственно, мы в январе уже будем понимать, то есть как бы конкретные сроки, насколько это возможно быстро сделать, ну и так далее. Ну а главное определить, какого качества вода, соответственно, то есть возможность ее подачи, ну, то есть насколько в ней присутствуют минеральные частицы, то есть нужно ли будет ее дополнительно очищать. Если это чисто пресная вода, тогда все вопросы снимаются, слава богу, то есть как бы тогда мы ее сможем подавать в Северокрымский канал, соответственно, то и с точки зрения перепада высот подавать эту воду в направлении Джанкоя, Красноперекопска, Армянска на север Крыма. Если дополнительная очистка будет требоваться, тогда нужны другие технологические решения, так или иначе. Но, тем не менее, даже при всей скорости работы, мобилизации, эти работы все равно займут несколько лет. Поэтому, если, это как минимум, при этом, если у нас не будет осадков, а такое может быть и вполне возможно, то, конечно, опреснение – это единственный, еще раз повторяю, гарантированный источник поступления воды, ну и в Ялте, и в городе Симферополе. При этом по Симферополю мы за последние 1,5 года, понимая, что ситуация усугубляется, предприняли шаги, благодаря которым сегодня Симферополь наполовину обеспечивает свои потребности в воде из подземных источников в данном случае. Это все было сделано за последние 1,5 года. Более 70 тысяч кубометров воды поступает сегодня в систему города Симферополя. Еще вот ряд мероприятий, которые были намечены, позволят до 1 апреля еще около 40 тысяч гарантированно подать в данном случае. Это позволит где-то 110-115 тысяч воды иметь в общем балансе, соответственно, что позволит, ну, будем говорить, либо смягчить график, может быть, ну, не готов сказать, там, может быть, где-то и полностью удастся уйти от графика. Но гарантированно график закончится 100% с введением в эксплуатацию экспериментальной установки по опреснению, соответственно, я уже говорил, срок монтажа там от 12 до 15 месяцев, соответственно. Поэтому вот в январе месяце, скорее всего, то есть мы к этим работам приступим. С Марашем Кизяновичем мы еще сегодня-завтра еще эти вопросы все обсуждаем. По Ялте, поскольку там точно нет других источников, в принципе нет и подачи альтернативной, ну, ее не обсуждается, так как нет абсолютно никаких вариантов, то только, соответственно, опреснительная установка. При этом просто по Ялте почему такая ситуация сложилась, и Ялта не рассматривалась как первоочередное задание по опреснению, поскольку там сток с гор в данном случае имеет гораздо большую интенсивность, чем в Симферополе. Даже по сегодняшней ситуации приток в Ялте суточный составляет около 20 тысяч кубических метров при расходе чуть больше 40, тогда как в Симферополе только 7. Поэтому даже при такой ситуации, то есть как бы Ялта в наиболее выгодном положении, наиболее спокойном, и, скорее всего, Ялта за зиму поправит свою ситуацию. Тем не менее, опять же, с учетом погодных явлений и того, что непредсказуемая ситуация, то есть в этом плане, то есть приходится все-таки работать над тем, чтобы опреснительную установку строить. Так что решения такие, еще раз, будут, конечно, приниматься правительством, но устно могу сказать, все к этому мнению пришли. Лично я не сомневаюсь, что к этим работам приступят вот буквально в январе месяце. Насколько нам известно, Ростех и Роскосмос предлагали свои опреснительные станции строить их. Вот с кем будем все-таки взаимодействовать? Есть понимание? Я на самом деле не озвучиваю, то есть компании будут российские. В данном случае с тем, чтобы опять там нас с точки зрения санкционного режима никто не предъявлял претензий, ну, не создавали там дополнительные зоны рисков для этих компаний. Вы же видели, что МИД Украины там сразу вой поднял там по поводу того, что будут искать иностранцев, которые поставят технологию на территорию Республики Крым. Уверен, что Российская Федерация дошла до такого уровня технологического развития, которое позволит и опреснительную установку большой мощности построить в короткие сроки. Поэтому здесь по компании, там, поверьте, нет разницы, правительство России берет компетентное предприятие, которое в состоянии выполнить срок поставленной задачи. Знаю, так и будет. Сергей Валерьевич, перейдем к темам, которые волнуют аудиторию нашего телеканала Миллет. Как вы считаете, сколько времени необходимо, чтобы решить вопрос с благоустройством крымских татар на родине? Да время такое же, как и для всех крымчан. На самом деле просто ряд программ, которые были приняты правительством Российской Федерации по указу президента, согласно указа 2014 года 21 апреля, в данном случае и по поддержке народов, которые были реабилитированы по национальному признаку. Соответственно, в рамках этих мер реализуется ряд программ. Это в том числе обеспечение инфраструктурой мест компактного проживания, это выделение жилья
семьям реабилитированных, более 600 семей получили квартиры с 2014 года. В данном случае это разовые материальные выплаты, это меры, связанные с поддержкой там, на проведение электроэнергии, газа, водоснабжения и так далее. То есть поэтому на самом деле то есть, инструментов очень много, и крымско-татарский народ, как и все крымчане в данном случае, развивается, двигается в этой части динамично. И уверен, что с возвращением в Российскую Федерацию наступили только положительные изменения в этой части. Поэтому мы как дальше как поддерживали и будем развивать традиционную культуру всех народов на территории Республики Крым. В данном случае так и будет все это дальше продолжаться. Я лично не сомневаюсь, ни один народ не потеряет свою идентичность, ни свою культуру, ни традиции, ни язык, ни веру, поэтому здесь все могут быть спокойны абсолютно. А с точки зрения мероприятий, связанных со строительством инфраструктуры, все программы реализуются. В этом году мы практически на 100% программу федеральную целевую выполним, там около 98% будет исполнение, в том числе и кассовый расход. Соответственно, вот надеемся, что в рамках этих мероприятий мы сможем действительно создать комфортные условия как для крымско-татарского народа, так и для всех остальных крымчан. В комментариях под сентябрьской программой «Открытый разговор» с вашим участием мы обратили внимание на один комментарий. Я процитировать не смогу, суть передам. Жительница из Джанкоя спрашивает относительно крымско-татарского языка, вот сейчас почему его преподают реже. И я сюда добавлю, что нашим журналистам также часто сетуют на нехватку мест в школах с крымско-татарским языком обучения. Вот как вы считаете, у нас планируется строить такие школы вот именно с языком крымско-татарским? И вообще в целом, как относитесь к тому, чтобы в Крыму изучали 3 государственных языка? Ну, я с конца, то есть как бы начну. На самом деле считаю, что изучение любого языка – это сугубо добровольное дело, на мой взгляд, то есть как бы как раз только с пониманием того, что тебе это нужно, то есть как бы происходит успех. Ну и вообще легче, так сказать, дается познание, легче грызть гранит науки. Когда есть желание. Когда есть желание, конечно. Как мы уже с вами видели, что меры принуждения, там, то, что вот происходило, допустим, на Украине, с точки зрения того, что была, так сказать, тотальная украинизация и пытались русских всех поставить, то есть в одни рамки, так сказать, обязательным изучением украинского языка, достигли лишь обратной цели, то есть получили только противодействие. Ну и вообще, то есть я считаю, что все, что навязывают, обычно оно очень легко все отторгается. Поэтому, на мой взгляд, в этом направлении делается все правильно, в той части, что есть и методики, в данном случае Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования Республики Крым, которые по часам обучения дают их в достаточном объеме. Это для всех граждан всех национальностей. Что касается крымско-татарских школ, непосредственно сегодня в Крыму 16 таких школ из 547. В общей сложности обучается 4800 детей, если не ошибаюсь, непосредственно, где по выбору родителей приняли решение родители обучать детей на крымско-татарском языке. При этом еще и в общеобразовательных школах, так сказать, которые общих программ, соответственно, там тоже создано ряд классов, 14 классов с углубленным изучением крымско-татарского языка, где еще 1800 детей обучается, то есть по этой программе непосредственно. Поэтому здесь по желанию родителей будем всегда идти навстречу, никаких проблем нет, то есть как бы здесь все условия по данному направлению мы создадим. При этом у нас планируется строительство еще 6 школ в тех районах, где наибольшее количество заявок, соответственно, на обучение детей на крымско-татарском. Будет построена школа в Бахчисарае, непосредственно будет в Исмаилбее школа на 480 мест, в Бахчисарае на 600 мест, и 4 школы будут построены, это Симферополь, Симферопольский район в данном случае. Поэтому есть ряд школ, которые, ну так же, как и общеобразовательные школы, я имею в виду общеобразовательные школы, которые со второй сменой, соответственно, в крымско-татарских школах мест действительно в этой части не хватает, но еще раз говорю, идем навстречу по желаниям родителей. Если заявки будут, соответственно, и строиться новые образовательные учреждения, то есть никаких ограничений в этой части не будет. Еще раз, доступ к тому, чтобы получить образование на том языке, которым хотят родители, хотят дети, никаких ограничений с точки зрения доступа не будет. Сергей Валерьевич, согласитесь, на международных площадках все-таки многие западные украинские политики используют тему крымских татар, чтобы высветить Россию в невыгодном свете. Рассказывают небылицы, якобы здесь, в Крыму, есть гонения по национальному, религиозному признакам и так далее. Как на это обращать внимание и стоит ли вообще на это обращать внимание нам здесь? Вы поймите, но ту карту, которую разыграла Украина в той части, чтобы забить клин между людьми разных национальностей на территории Республики Крым, по-моему, все уже давно просмотрели, то есть как бы понимают, что это все фикция абсолютная, то есть что это желание просто стравить людей разных национальностей. Поэтому западные страны, которые сегодня позиционируют себя как защитники там прав угнетенных и так далее, то есть как бы они просто провокацию разыгрывают, так сказать, которую американцы
в данном случае задали тон уже на протяжении последних там 6 лет. Точно вы знаете все, что никаких ущемлений по национальному признаку 100% на территории Республики Крым нет ни для кого. Все граждане Российской Федерации, все едины перед законом. На мой взгляд, просто это еще, так сказать, сторонники Меджлиса, которые уехали в Киев, соответственно, то есть пытаются эту карту для себя разыгрывать, чтобы поддержать там свое влияние, рассказать о том, что они в Крыму могут изменить обстановку, соответственно, либо выполнить любое задание там западных своих там хозяев, и все. Только поэтому эти темы активно обсуждаются и муссируются. На самом-то деле, ну, мы с вами тоже видим, все понятно, что есть такие же проблемы, как и у всех крымчан, без исключения. Я считаю, что вы можете любого крымчанина, независимо от национальности, остановить на улице и спросить о проблемах, вам 99,9 назовут одни и те же проблемы. То есть, но гарантирую, там никто не скажет, что кого-то именно там ущемили по национальному признаку. При этом, поверьте, что всегда, когда поступает обращение и приходят документы из МИДа, я всегда читаю, что там написано, соответственно, то есть как бы вижу пофамильно, то есть кого упоминают в этих информационных сообщениях, стараюсь вникнуть в детали. Могу сказать еще не одно сообщение о том, что кому-то относились предвзято с точки зрения национальности или вероисповедания, не подтвердилось. Я лично сам вникал во все ситуации, когда доходит до дела, говорят, кого-то арестовали там, или кому-то так относятся, сразу говорю, фамилия конкретно, кто этот человек, пожалуйста, готов вникнуть в детали и сам дать комментарий по поводу того, что происходит. Если работают правоохранительные органы, соответственно, значит, там есть там, решения судов, там, приговоры и так далее. То есть здесь ну, как бы надо понимать, что правоохранительная система в любом государстве работает. Эффективно, неэффективно. Это уже другой вопрос, но считаю, что эффективно как раз в этом направлении. Так что, еще раз говорю, отношение предвзято, и, на мой взгляд, эта тема будет педалироваться и дальше, в данном случае пытаясь столкнуть крымчан разных национальностей лбами. Напомню, Меджлис — это запрещенная экстремистская организация на территории Российской Федерации. Но, Сергей Валерьевич, все равно раньше посещали Крым различные международные делегации, и сейчас ситуация с ограничительными мерами, с коронавирусом во всем мире, конечно, отразилась на этой истории. Сильно ли усложнило это процесс признания российского Крыма на международной площадке? Да никак не усложнило, там процесс такой же идет. Там. Дело в том, что там усложнить или облегчить там могли бы кадровые изменения в этих странах, соответственно, в составе их правительств. Вот и все. На мой взгляд, сегодня уже, так сказать, тот вектор, который западные страны взяли на вооружение, то есть они его не меняют. Наверное, со сменой руководства в этих странах может что-то измениться. А пока что мы двигаемся, соответственно, не обращая внимания на их претензии, на их стоны. А как вы считаете, что дает вражеская пропаганда вот в контексте крымско-татарской темы? Почему часть аудитории заведомо верит в лживую информацию, и что можно этому противопоставить, как вы считаете? Дело в том, что я думаю, что это не только крымско-татарского народа касается, это в общем крымчан и россиян, то есть в общем желание верить в то, что написано на заборе, иногда бывает больше, чем желание верить в официальные источники. Понятно, что сегодня такое огромное количество информации, которая сегодня выдается в социальных сетях, в интернете, что людям просто зачастую сложно разобраться, там где ложь, а где правда, и уже будучи в жизни действительно где-то обманутыми, попав в сложную ситуацию, уже образуется, то есть как бы определенный кредит недоверия, уже можно так сказать, то есть как бы поэтому любые такие сообщения, особенно официальных органов власти, рассматриваются через эту призму, через призму недоверия. А в данном случае там кто-то написал, даже не знаю, кто написал, но вот кажется все-таки, вот кто-то написал, он просто так не мог. Надо там вот посмотреть, подумать, разобраться и так далее. Хотя, когда доходим до дела и начинаем обсуждать, я говорю, хорошо, вот вам там кто-то пишет. Вы знаете, что это человек не с Украины пишет, там не бот какой-то, то есть вот тут фотография мужчины, это женщина в конце окажется, или наоборот, то в данном случае. Поэтому, на мой взгляд, то есть все-таки, что надо верить официальной информации, при этом могу сказать и гарантировать за себя лично, что никогда лживой информации не давал, никогда не дезинформировал, не обманывал, говорил то, что есть, там плохо-плохо, хорошо-хорошо. Так что вот призываю всех крымчан в данном случае ориентироваться на официальные источники. А та ложь, которая есть, ну что делать? Это геббельсовская пропаганда, они пытаются эту ложь навязать там всем. Будут и дальше эти попытки продолжены в данном случае. Поэтому мы понимаем, что чем сложнее ситуация, чем сложнее картина, там, ну, вот, связанная там, с здравоохранением, там, с водой и так далее, тем больше будет попыток ее раскачать, соответственно. Все понимают, что как только социально-экономическое развитие, уровень этого развития падает, там, соответственно, либо ну, каким-то образом то есть, как бы стагнирует, то, конечно, тут же появляются масса провокаторов, разведчиков, шпионов там, других стран и так далее, тех, кто пытается эту ситуацию взять под свой контроль или повернуть ее в свое нужное русло. Сергей Валерьевич, ну, получается, вот эти провокаторы, они находятся на территории Крыма или в основном за пределами, вот как правило? Нет, здесь спасибо правоохранительной структуре, ФСБ, МВД.
коллегам, Следственному комитету, прокуратуре, всем, кто работает на этом направлении. На самом деле, то есть работа со шпионами ведется эффективно. В этой части как раз-таки, то есть только можно сказать слова благодарности всем службам. А вот уже непосредственно, без вариантов даже, большинство постов, которые идут с территории Украины, соответственно, ну и вообще там созданы там диванные армии специально, которые ориентированы на работу с крымскими гражданами в данном случае. Ну и вот, конечно, в этом плане, то есть надо быть настороже, понимать, что враг не дремлет, там, соответственно, любые провокации самого любого уровня, там, самого подлого, самого низкого могут быть в ходу. Так что еще раз говорю, то есть как бы ссылаться только на официальные источники и верить только официальным источникам. Буквально несколько недель назад или месяц назад Верховный суд Крыма вынес приговор Ленуру Ислямову, одному из организаторов блокады полуострова. Что дает заочный приговор этому провокатору? И какую угрозу несут вот такие вот радикалы межнациональному миру и согласию на полуострове? Приговор, я думаю, это ощущение справедливости, в первую очередь, там, так сказать, неотвратимость наказания. Понятно, что еще надо поймать этого типа и задержать, но я думаю, это дело времени в данном случае. Не понимаю, почему его украинские власти не причислили к сепаратистам. Он у нас работал в правительстве, было предложено изначально. Ну, видно, работал на все разведки одновременно, поэтому, так сказать, на все разведки мира. Поэтому, и когда он сбежал в Украину, соответственно, то есть как бы его там с радостью приняли. После этого разобрались, что это такой же прохиндей, как и другие, которые туда сбежали. В данном случае, ну, просто прохиндей. Видите, он уже там, так сказать, полностью поменял там риторику и так далее. Уже у него украинские власти там неправы там и, так сказать, притесняют непосредственно крымских татар на территории Украины и так далее. То есть поэтому, ну, наверное, предателей то есть никто не любит, если сбежал один предатель туда, но если они его взяли, это их там право, это их дело. Но думаю, что оценку в данном случае прежде всего дадут люди, сами крымчане. Ну, если бы Ислямов там был патриотом, ну, я не знаю, какой патриот бы, так сказать, обрубал бы воду или электроэнергию в данном случае. Ну, я не знаю, еще там смотрим, когда там в других странах там происходят какие-то такие события, то есть за рубежом. Ну, не знаю, еще можно там понять тех, кто воюет там с военными, там в данном случае еще так, это просто, ну, так сказать, не оцениваем при этом те цели там и так далее, задачи, но еще так, еще можно понять, там, да, против тебя вооруженный человек, и ты там что-то пытаешься сделать. А когда воюют с мирным населением, то есть это террористы обыкновенные в данном случае, поэтому Ислямов ничем абсолютно свою агрессию прикрыть не может, он стремился навредить всем, и русским, и крымским татарам, и армянам, и евреям, всем, кто проживает на полуострове, и вот это не интересовало абсолютно. И ведь то есть вот и все. Таких там много, он не один. Есть ли вероятность, что они действительно будут наказаны? Украина не выдает со своей территории этих жуликов, но я думаю, что когда-нибудь все равно славянские государства, Украина, Россия все равно будут вместе. Так или иначе, правосудие всех настигнет, и лично я в этом глубоко убежден. В этом году возобновилось строительство мемориального комплекса «Сюрень». Подрядчик планирует успеть к 18 мая, но хотя реальные сроки там конец следующего года. Вы планируете быть на открытии? На Сюрене, да, то есть и на самом деле работы ведутся за бюджетный счет. Надеюсь, что подрядчика в этой части ничего не остановит и ничего не помешает. Контроль там осуществляется системно на этом объекте. Ну, надеюсь, что к 18 мая будет сделан всем подарок, соответственно, комплекс будет открыт торжественно. Вы будете? Да, конечно. Я 18 мая всегда участвую в памятных мероприятиях, посвященных Дню депортации. Сергей Валерьевич, только в российском Крыму стартовало строительство соборной мечети, культовое сооружение, знаковое для всех мусульман Крыма. Все-таки когда будет открытие, на каком этапе там работы? Планировали открытие к апрелю 2020 года, к сожалению, то есть в связи с тем, что это был пул частных инвесторов, которые реализуют за собственные средства этот проект по поручению нашего президента. Соответственно, были задержки в части финансирования, однако вот инвесторы сейчас собрались с духом. Я точно знаю, что решение о финансировании возобновлено, даже, поскольку вот по факту где-то 3 месяца работы на комплексе не проводились. Ну, надеюсь все-таки, что мы сможем к концу 2021 года, исходя из того объема строительных работ, которые есть там, он виден невооруженным глазом, к концу года сдать этот комплекс, который будет украшением Симферополя и российского Крыма. Как вы считаете, Сергей Валерьевич, сегодня есть все условия, чтобы все-таки крымские татары не потеряли свою идентичность, чтобы не были, скажем так, народом размытым? Ведь только вот в условиях можно сохранить вековые традиции, обычаи. Разве не так? На самом деле, я думаю, что это ко всем народам, которые проживают на территории Крыма, относится. Крымско-татарский народ тоже полностью получает те меры поддержки, которые действуют согласно указа нашего президента. Соответственно, того реабилитации тех людей, которые были депортированы по национальному признаку, на мой взгляд, с точки зрения межнациональных отношений и уважения друг к другу, в Крыму вот в этом плане все хорошо. Есть полное понимание между крымчанами на бытовом уровне, то есть, что мы живем под одним небом, соответственно, это наша общая земля. И вот я не слышу о конфликтах, которые на бытовой
трудовой почве происходят в данном случае и носят какой-то там межнациональный характер. Слава богу. Понятно, что это мечта всех, кто сбежал в Киев, соответственно, чтобы здесь такой конфликт разразился и так далее. Но уверен, что крымчане люди мудрые, там тем более видят действия власти на этом направлении. Могу сказать, и я уже говорил, что любой, кто будет на межнациональной почве паразитировать и пытаться столкнуть людей лбами, соответственно, это мой личный враг будет, в том числе я найду вариант, поверьте, как эту ситуацию полностью привести в соответствие. Так что ни один народ идентичности своей не утратит в данном случае. Развитие культуры, традиций крымско-татарского и других народов на территории Республики Крым будет поддерживаться правительством России, Республики Крым, муниципальными властями на самом деле. То есть вы видите, что у нас столько национальных праздников, наверное, ни в одном регионе России такого количества нет. И при этом, то есть эти праздники становятся для всех крымчан разных национальностей таким общим делом. Я видел на Хадерлезе, допустим, сколько приезжает крымчан разных национальностей. То есть никаких проблем нет, видим, с точки зрения взаимоотношений, уважения к традициям друг друга. И религиозные праздники тоже. Конечно, выходные. все очень много вносит, большую лепту вносит в это дело. Это Межконфессиональный совет «Мир, дар Божий». Здесь спасибо огромное нашему владыке и нашему уважаемому Муфтибееву, Эмилю Эфенди Аблаеву, и представителям других конфессий, духовным лидерам. На самом деле, вот благодаря их помощи, поддержке, на самом деле, благодаря их личному примеру в данном случае, то есть многие вопросы удалось решить. Соответственно, не допустить каких-то противоречий в первую очередь. Все вопросы решаются именно вот на основании чувства уважения глубокого друг к другу, прежде всего. Сергей Валерьевич, еще несколько вопросов задам. Уже отойдем от национальных тем. На совещаниях, которые проходили в этом году, их было немало, вы говорили о том, что в конце года будут приняты кадровые решения. То есть некоторые чиновники, вот, скажем так, не будут в вашей команде. Есть понимание все-таки, кто лишится своей должности? На самом деле, вот мы сегодня еще подводим итоги по исполнительской дисциплине. Большое количество объектов, по которым в том числе ряд вопросов документально, то есть направлены в Москву, то есть для подтверждения исполнения, еще находится в стадии реализации, по большому счету. Но итоги мы все равно все подведем. Еще раз говорю, все это будет в публичном плане. Скорее всего, окончательные все решения будут после подведения итогов на федеральном уровне, так 15 января, поскольку федеральный центр определяет успеваемость по нас проектам и так далее, то есть в том числе и дает по этой успеваемости в публичном поле информацию. Ну и, соответственно, вот у меня даже сегодня последний день, многие должностные лица с профильными министерствами, федеральными ведомствами выверяют, то есть свои планы, то есть поскольку есть ряд вопросов, которые физически условно исполнены, какая-то часть, какая-то сумма денег там недоплачена, в данном случае как оценивать. При этом объект уже есть, окончательному вводу в эксплуатацию, я имею в виду, допустим, детский сад, там вот мы там достроили детский сад, но дети пойдут с учетом того, что мебель и посуда будет пока докуплена только 1 сентября. При этом остались вопросы, связанные там условно 5% общей суммы еще не уплачены по контракту. Как оценивать и какие были причины, в данном случае этому помешавшие. Там, где были субъективные вещи, и говорю, то есть должностные лица не принимали исчерпывающих мер для того, чтобы вытащить проект, там будут приниматься кадровые решения. Там, где, соответственно, то есть люди понимали, работали на упреждение, пытались ситуацию решить, докладывали мне, то есть мы докладывали федеральный центр, изменяли целевые показатели, условия. Соответственно, возможно, это делаются выговорами, замечаниями и продолжат дальше работу. Но в любом случае, то есть вот окончательное, скорее всего, решение будет у нас 15 января сформировано. Есть регионы, ведомства, которыми вы довольны в этом году? Давайте вот общую результативность подведем. У меня же нет каких-то личных предпочтений. То есть одно ведомство больше нравится, а другое нет. То есть есть успеваемость, есть планы, под которыми подписались все руководители ведомств и муниципальных образований. У нас главный критерий оценки деятельности – это результативность, других нет. Если обещал и выполнил, чемпион, молодец, то есть там все хорошо. Обещал и не выполнил, все плохо. К сожалению, возможно, придется попрощаться. Прошла большая ежегодная пресс-конференция президента, ваша прошла пресс-конференция. Вы поделились с журналистами, что часто на таких мероприятиях к вам обращаются с не всекрымскими проблемами вашего уровня, а больше с личными историями. Удалось что-то решить, скажем так, по горячим следам? Мы практически все решаем по горячим. Здесь же обращения, которые ко мне поступают, они каждый день ложатся на стол, я их сам все без исключения читаю, которые поступают в мой адрес, и практически все по горячим следам решаем. Другое дело, надо по другим еще министерствам, ведомствам, муниципалитетам потянуть работу, связанную с обращениями граждан, с работой горячих линий, соответственно, с информированием. Большинство вопросов, на самом деле, все можно было решить на местном уровне или в рамках работы министерств и ведомств. Ну, действительно, тут до кого-то не достучались.
где-то халатно относились должностные лица к исполнению своих обязанностей. По тем или иным причинам вопросы крымчан не были решены. Те, что поступают обращения ко мне, ну, я думаю, там 95% они решаются положительно. Есть часть, которую, ну, даже я там не в силах решить, хотя в ручном варианте пытаюсь помочь, там мы так или иначе вникаем в детали каждого без исключения обращения. Сергей Валерьевич, и последний вопрос. Вы знаете, все так недовольны уходящим годом. А как вы думаете, следующий лучше будет? Сказать сложно, там все познается в сравнении. Хороший или был плохой этот год мы поймем в конце 21-го. В данном случае, может быть, мы скажем, в данном случае, слава богу, что прошел 20-й, в 21-м все было нормально. Может быть, наоборот. Сложно сказать. В любом случае, я сторонник того, что то, что зависит от нас, мы должны это качественно делать и выполнять эту работу добросовестно, так, чтобы нам не было за нее стыдно. Что касается объективных причин, каких-то там, не знаю, погодных условий и так далее, ну, здесь как Господь пошлет, будем на это рассчитывать. Но на Бога надейся, сам не плашай. То есть, как бы это надо помнить, поэтому всегда коллегам говорю, рассчитывайте только на себя. Данная ситуация, я имею в виду, когда возникают такие сложные моменты, в том плане, что от вашего личного участия, от участия каждого человека зависит судьба того или иного вопроса. Спасибо, Сергей Валерьевич, за это интервью. Спасибо вам. С праздником всех, с наступающим Новым годом. Коллектив телерадиокомпании «Милет», ну и всех наших слушателей. Спасибо большое. Всегда ждем у нас в гостях на телеканале «Милет». Спасибо большое. Это был открытый разговор с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. До встречи в январе.